необходимо посмотреть на как заклеены этикетки. Ну, на любую продукцию. И ну, по цвету вы можете посмотреть. Ну вот разве вот бывает вот такой виски, вот такого цвета виски? Да? Естественно, нет. Вот. Но даже если он хорошего цвета, то у него вот крышка вот так вот крутиться не должна. С виду вроде бы все нормально, но вот видите, как вот крутится. То есть вы посмотрите, вот нижняя часть крышки прокручивается или нет. Ровно ли вот наклеены этикетки. Вот посмотрите, сразу видно. Вот этикетка идет наискось. Видно, да? То есть вот явные такие признаки. Понятное дело, что трудно для простого обывателя отличить, там, если все продукция вроде соответствует, так все нормально по виду. Но вот на такие мелочи нужно обращать внимание. Я, конечно, могу рассказать больше там, из своего опыта. Например, Джек Дэниелс этикетка, да, ну, простой обыватель знает, нет. Но вот немножко она, надпись на этикетке Джек Дэниелс, вот как на купюрах вот так, если провести рукой, она чувствуется, да, как бы читаемый текст. Вот эти этикетки, они, видите, гладенькие такие. То есть сразу видно, что контрафакт. Ну, вы об этом не знали, но жителям, наверное, будет полезно знать. А вот по визуальным этим признакам уже можно там писать, допустим, заявление, и это не наказуемо, если вдруг ложное будет? Да нет, почему? Это ни в коем случае не наказуемо, это наоборот, вы же не вводите заблуждение, то есть вы свои сомнения. Вы говорите, что вот, вы не говорите, что да, признаки контрафакта присутствуют. То есть вы пишете свои сомнения, вы излагаете в заявлении или в народном контроле, что у вас вот есть сомнения по качеству данной алкогольной продукции в том или ином магазине. А уже дело правоохранительных органов, ваши сомнения, то есть проверить, подтверждаются они или не подтверждаются. Мы наоборот призываем население к тому, чтобы они активно участвовали в этой работе. Как я уже сказал, цифры пока, конечно, не радуют, но хочется, чтобы люди сами в первую очередь думали о своем здоровье. И вот взять вот эти вот фанфурики, да, к сожалению, они не запрещены в продажу, значит, жидкость двойного назначения, фармацевтическая, но оно имеет спирт, вы понимаете, и многие люди, попадаясь на, скажем так, ну, легкость, доступность и, во-первых, по ценовой политике, да, дешевизну данной продукции они и покупают. В дальнейшем, употребляя не один вот такой пузыречек, они тоже, естественно, могут отравиться и в дальнейшем, естественно, тоже умереть. Поэтому мы стараемся данное направление тоже контролировать. Вот совсем недавно тоже было выявлено и изъято большое количество